В эфире ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Высокие гости и высокие технологии. Это говорит о том, что здесь самая эффективная модель. Что председатель Госдумы заинтересовало в Татарстане, узнал Дмитрий Аринин. Зачисляют по-новому, отсюда и новые недовольства. Сейчас все это убрали, сказали, ОДН не будем. Это хитро сделано. ОДН пропал из счет фактуры, при этом подорожал. Почему? Адель Кламиц. Снести нельзя оставить. Где дальше жить, если этот дом снесут? Какие объекты в Казани оказались вне закона? Адреса и решения у Лисан Сабировой. Цивилизация против канализации. Здесь запланирована ливневая канализация диаметром 2000. Озеро по улице Серова собираются убрать, но озеро ли оно по факту, выяснял Рамиль Шайдуллин. Смотрины федерального значения. Сегодня в Татарстан во главе думской делегации приехал председатель российского парламента Вячеслав Володин. В этом качестве это его первый визит в республику. Цель приезда – знакомство с нашей IT-индустрией. Что гостей заинтересовало и что могут растиражировать по всей стране, узнал Дмитрий Аринин. Казанский IT-парк. Технопарк в сфере высоких информационных технологий, построенный в 2009 году по госпрограмме. Он стал первым подобным комплексом в России. Его цель – создать максимально благоприятные условия для развития IT-компаний и стартапов. Сейчас здесь трудится более 3000 IT-специалистов. Как говорят, у них одна из самых высоких выработок в стране – 2,5 миллиона. С этими разработчиками и их разработками сегодня познакомили Вячеслава Володина и его профильных заместителей. Мы разработали наше решение, предлагаем внедрять спортивный регион. Так эти резиденты IT-парка придумали программу, которая поможет распланировать все нюансы проведения крупного спортивного соревнования. У нас есть база данных, база вопросов, готовых решений по проведению, то есть организаторы не задумываются, что им надо сделать. А после знакомства с электронным правительством и электронным документооборотом Татарстана руководство Госдумы задумалось над идеей запустить нечто подобное у себя. А если вы делаете, и у вас получается, это говорит о том, что здесь самая эффективная модель. Сейчас, одного. Дайте конкретного человека вот эти две программы, что мы получили тех заданий и представили на ваш суд. Нам важно, чтобы депутат, находясь в Москве, утром начинал с просмотра контроля за исполнением обращений, которые ему люди сделали. Возможно, это еще не все, что в Госдуме возьмут себе на заметку. Гостям также показали, как работают системы «Народный контроль» и «Автодория». Важно научить людей, привить им, дать им не только возможность, но и показать преимущества электронных технологий, современных коммуникаций для решения тех проблем, которые раньше требовались месяцы, а может быть и годы. Демонстрация IT-инноваций продолжилась в Иннополисе. Здесь гостям показали труды местных резидентов. То, что мы делаем, это корпоративная почта защищенная. Уже на встрече со студентами университета Иннополиса Вячеслав Володин рассказал, что скоро в России появятся законы о робототехнике и искусственном интеллекте. В общем-то, задача органов власти сделать все для того, чтобы была возможна реализация этого проекта. Мы стоим на грани больших преобразований. Вот 2 года подряд Давос только говорит о 4-й технологической революции, о цифре, все как будет происходить. И, конечно же, наша страна, она тоже живет этими вопросами, проблемами. И, конечно же, здесь огромная роль наших законодателей. Добавим, что такой интерес к сфере IT продиктован посланием президента России, где был дан ориентир на развитие в стране цифровой экономики. Дмитрий Аринин, Александр Севастьянова, Марат Саидгараев, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань, Иннополис. Татарстан подтвердил высокий уровень инвестиционной привлекательности. Об этом сообщает Национальное рейтинговое агентство, подводя итоги 2016 года. В республике зафиксирован прирост производства, а доля убыточных предприятий сократилась. Агентство присвоило республике 2-й уровень рейтинга. Отметим, что 1-й только у Москвы и Санкт-Петербурга. Перерасчет за счет. С новой системой начисления новое недовольство. Графа ОДН в счетах-фактурах исчезла, оплата за содержание жилого помещения, куда теперь входят и общедомовые нужды, увеличилась. Почему же выросли суммы в счетах-фактурах и ждать ли перерасчета? Аделя Каламиц с коммунальной арифметикой.
Это самая настоящая обдираловка. Было 804 рубля, а сейчас стало 970. Михаил Ломов, мягко говоря, недоумевает. Сумма в январской квитанции почти на 200 рублей выше. Почему, пенсионеру непонятно. 959. А написано, что сняли ОДН, не включили. А почему увеличил? На какое содержание общего имущества? Что за общее имущество? Я не понимаю. С 1 января оплата за ОДН из коммунальных перешла в разряд жилищных услуг. Сумма заложена в строке содержания жилого помещения. И у многих она выросла не только на 200, а даже на 400 и 500 рублей. Жалоб ни одна, ни 10 и даже не 100. Всего неделю назад татарстанцы начали получать новый счет фактуры за январь без графы ОДН. А в региональный центр общественного контроля в сфере услуг ЖКХ не перестают приходить и просить о помощи. 250 обращений было уже. И все они обоснованные, говорит Дмитрий Романов. Изучив квитанцию, он заметил, расчеты ОДН были сделаны неправильно. В ряде случаев управляющие организации, компании, ТСЖ или ЖСК, проводя расчет, не все соблюдали правильную форму расчета. Да. Не изучили документ, отсюда и арифметические ошибки. Так объяснил многочисленные жалобы татарстанцев глава Минстроя на совещании в Доме правительства. Там, где произошло превышение, значит, неправильно прочитали документ, который выпустил тарифный комитет. Президент, услышав о проблеме, поручил сделать перерасчет. Я персонально обращаюсь к вам, уважаемые главы муниципалитета. Обратите внимание, чтобы вам сразу докладывали, где идет какое превышение, чтобы сразу можно было отреагировать. За разъяснениями нужно обращаться в управляющую компанию или единый расчетный центр. Адель Кламис, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В историческом центре строить не разрешают, а в поселках построенное потребуют снести. 16 столичных многоквартирных домов оказались вне закона. Почему стройка в Казани встала? Причем тут Минкульт и что делать жителям малоэтажных домов? Ответы на эти вопросы в материале Лейсан Сабировой. Построить счастье на улице Строителей у казанцев не получилось. Сразу 3 дома, в которых квартиры приобрели десяток семей, исполком обязал еще снести в 2014 году. Екатерина Лукманова с большой семьей, продав квартиру, переехали сюда 3 года назад. Ничто не предвещало беды. Тогда, пока судебные приставы не сообщили, дом под снос, разрешения на строительство не было. Все деньги сюда вложили, и сейчас мы не знаем, куда идти, где дальше жить, если этот дом снесут. Проблема давняя. В каких только инстанциях жители дома не отстаивали свои права. Их дело на рассмотрении в Европейском суде. И ждут публичного слушания в исполкоме Казани. В данном случае мы надеемся, что все-таки к нам достаточно и лояльно и исполком отнесется, потому что, в общем-то, наш дом уже 5 лет мы стоим и никому не угрожаем. Нет разрешения на строительство, нет гарантии, что это строение не угрожает безопасности населения. Так объясняет исполком свое решение о сносе 16 жилых объектов в прошлом году. Это 76-й дом по улице Алтан. Его этажность определяют уже 2 года. Тем временем продолжают страдать рядовые граждане. Если получается доказать то, что объект не угрожает жизни и здоровью, в первую очередь, это основное, то да, объекты сохраняют. Насколько нам известно, даже есть возбужденные уголовные дела в отношении граждан, которые совершали мошеннические действия данные. Построены в обход закона 10 объектов. Это и административные здания в поселке Малые Клыки, и здания автосервиса на Краснококшайской были все-таки снесены. Еще 45 объектов ждут своего часа. Пока Минкульт затягивает с определением границ исторического поселения Казани, табу на строительство распространяется от Кремля до Дербышек. Мы же заморозили всю стройку, мы без них теперь не можем не дать разрешения. Не только по историческому. Никто не подвергает сомнению нужность документа. Но пока не определены границы, мы ввиду этого постановления не можем ни на один, неважно, Дербышки, Салават Купере и другие, все стоят. Разрешение проблемы ждут к концу февраля. Лейсан Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ Казань. А в Набережных Челнах могут снести хоккейный корт. Арендатору земли под ледовой коробкой пришло предписание от администрации с просьбой освободить участок. Быть ли хоккею в Челнах, расскажет Салават Мухаммадуллин.
10 лет спортсмены спокойно рассекали по льду, но теперь каждая тренировка под угрозой. Ведь все это время земля под хоккейной коробкой в собственности у двух разных владельцев. Одна половина у челнинского бизнесмена, вторая у исполкома города. Еще в октябре нужно было продлевать аренду земли, но тут пришло письмо от администрации Челнов. Вам необходимо освободить арендуемый земельный участок, а в случае наличия зарегистрированных прав на объект недвижимого имущества, расположенного на данном земельном участке, в течение 30 дней с момента получения настоящего уведомления, обратиться с заявлением о приобретении земельного участка. После этого арендатор снова подал заявление о пролонгации, однако ответа от исполкома до сих пор нет. А ведь кроме тренировок хоккеистов, этот лед принимает и уроки физкультуры челнинских школ. Снос корта – это гейм-овер для местных любителей спорта. Это единственный каток в этом районе. Поблизости нету нормального катка. Как сегодня нас заверили в администрации города, поводов для беспокойства нет. Хоккейный корт работает и будет работать. Наверное, недоразумение появилось из-за того, что просто арендные отношения закончились, срок вышел. Сейчас идет заключение новых документов между исполнительным комитетом и арендаторами. Эту зиму корт в 7-м комплексе точно простоит. А вот что здесь будет следующий, зависит от переговоров арендатора и администрации. То, что в годы спортивного бума среди россиян в Челнах стал вопрос о сносе хоккейного корта, как минимум странно. Из-за земельных игр взрослых дети вряд ли должны вешать коньки на гвоздь. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, ТНВ, Набережные Челны. Озеро сольют в трубу. Водоем по улице Серова в Казани может исчезнуть. Администрация Московского района планирует сузить озеро и расширить автодорогу. Рамиль Шайдуллин встретился с экологами и узнал, насколько обосновано такое решение. Жалко мне их. Жалко. Местный житель Андрей Фазульянов подкармливает птиц не как хобби, а из-за сострадания. Уток много, корма мало. Еще утром пакет был полон, сейчас одни крошки. Не чита летнему рациону, когда воды было вдоволь, а корм подножным. Но в ближайшее время открытая вода может закончиться в широкой канализационной трубе. А где же будут утки у нас тогда? Нет, я против. Об этом месте птицы не забывают и зимой, прилетая то ли на корм, то ли по старой памяти к воде. Ведь оказалось, что озеро Насерова лишь часть водоема, бывшего когда-то особенно большим. История озера и даже двух известна с начала 80-х. Сначала водоемы стали канавами и наполнились грунтовой водой, как только вокруг возникли многоэтажки. Одно озеро засыпали, второе удалось сохранить. Ученые и сегодня помнят, как в 92-м на его дне показалась природная подпитка – подземные ключи. Здесь есть и атмосферные, по гидрологическим исследованиям здесь совершенно точно есть подземное питание. А в 90-м году здесь даже была авария, здесь был сброс хозяйственно-фекальной канализации. Здесь запланировано ливневая канализация диаметром 2000. К обустройству территории озера готовится администрация Московского района. Говорят, если сузятся размеры водоема, то расширятся автодороги. Избежать коллапса транспортного. А потом мы обеими руками за то, чтобы вместе с жителями благоустроить эту территорию. Замыслу уже 6 лет. Впервые закрытую ливневку хотели сделать в 2011-м. Потом в 2013-м к идее вновь вернулись в 2017-м. Сможет ли сегодня озеро утечь в трубу, пока готовится проектная документация. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарифов, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Общежитие без мест общего пользования. Куда деться, раз все соглашаются, согласились? У меня уже маленький ребенок, я не могу никуда деться. Как в 17 квадратных метров вместить прачечную, душ, кухню и туалеты? Разбиралась Альбина Аслагараева. 2 недели осталось до национальной музыкальной премии. Напомнили мне бал 19 века. Большие люстры, лестницы. О том, как приближается торжественный час Х. Болгар Радиусы. Елена Новгородцева. Рустам Минниханов поздравил вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с победой на выборах. Результаты говорят о том, что многолетняя активная деятельность на посту главы государства высоко оценивается народом страны. Пусть эта мощная поддержка придает вам новых сил для дальнейшей энергичной работы, отметил президент Татарстана в своем поздравлении.
Несогласные со статусом. Программа переселения из аварийного жилья в городе Зеленодольске не радует самих переселенцев. Многие жители домов, попавших в федеральную программу, считают, что их жилье вовсе не аварийное и проводят независимые экспертизы. Сегодня дело дошло до Верховного суда Татарстана. С заседания репортаж Марселя Аскарова. У нас в Зеленодольске, признано около 300 домов аварийными. Из них уже 100 домов вышли по суду, доказав, что акты признания были проведены с нарушениями. Инна Горенева представляет в суде семью Миляуши Терсковой. Дом, в котором она проживает с 2 несовершеннолетними детьми, признан аварийным. С этим статусом не согласны почти все жители дома. Но 23 ноября 2016 года Зеленодольский суд выносит решение. Вынесли решение об изъятии жилья и земельного участка путем выкупа за 280 тысяч рублей. Сегодня Верховный суд доводом Инны Гореневой внял. Дому, в котором проживает семья Терсковых, будет назначена повторная экспертиза. Были заменены все инженерные сети, коммуникации. А это дом на улице Татарстана, 15А. Аварийным он не выглядит, однако уже с 2011 года в отчетах администрации фигурирует как ветхий. Семья Садыковых из этого дома также обратилась сегодня в Верховный суд. Однако решение Зеленодольского суда здесь оставили без изменений. Никогда никто нам ничего не говорил, что дом аварийный. А по документам идет, как будто в 2011 году поставленный уже дом аварийным. Но судья также сообщил, что в случае, если межведомственная комиссия, повторно рассмотрев этот вопрос, признает дом Татарстана 15А не аварийным, возможен пересмотр дела. Сейчас в Зеленодольском районе 400 семей уже переселили. Самые спорные случаи будут рассматриваться индивидуально. Однако стоит не забывать, что программа переселения из аварийного фонда в нынешней форме завершается, и это единственная возможность поменять старое жилье на новое, хотя бы и с доплатой. Марсель Аскаров, Амиль Залюшев, ТНВ, Казань. Отобрали кухню, прачечную, туалет. С таким заявлением к нам в редакцию обратились жители общежития по улице Актайской. По их словам, в ходе капитального ремонта жилья места общего пользования управляющая компания закрыла на замок. Но, как оказалось, жители сами дали согласие на переоборудование комнат. Так в чем же суть претензий, выясняла Альбина Асылгараева. У нас комната еще совсем маленькая стала. И такая ситуация у всех жителей. На своих 17 квадратных метрах они должны установить унитазы, раковины, душевые и кухонную плиту. Все за свой счет. Сюда примерно 40 тысяч уже у нас ушло. А вот прежние места общего пользования переоборудуют под жилые комнаты. Коммунальный апгрейд произошел по общему согласию. Но, как говорят сами жители, подписать документы их вынудили коммунальной тиранией. Согласие свое вы дали? Да, дали. Потому что у нас невозможно в умывальниках везде течет, заявку даешь, то они принимают, то не принимают. И это через неделю могут прийти сделать, через 2 недели. В туалетах вообще что творится. Но не все жители поспевают с ремонтом, а тем временем на выходных так называемую прачечную управляющая компания уже закрыла на замок и отключила там воду на всех этажах. То есть в квартирах воды пока нет, а в местах общего пользования уже нет. У нас вот горшки помыть. Вот управляющая компания такой вопрос задавали. Вот что нам делать? Горшки где мыть? На кухне. В эти дни кухня стала многофункциональной комнатой. Здесь жители теперь не просто готовят себе еду, здесь же они моются, умываются и стирают белье. Как нам пояснили в управляющей компании, переоборудование комнат жители изначально активно поддержали. Дом изношен, ему в любом случае нужен был капитальный ремонт. В республиканскую программу он пока не вошел, а потому управляющая компания нашла свой выход из ситуации. На средства управляющей компании, то есть Казэнерго нам помогает в данный момент тоже с этим ремонтом. Вот. Мы за счет этого ремонта, после этого ремонта будем расплачиваться туалетами и комнатами, которые будут переоборудованы в жилые комнаты. То есть комнаты уйдут подрядчикам, а у жителей будут индивидуальные удобства. К тому же после переоборудования комнат суммы в счет-фактурах снизятся, отметили жилищники. Также руководство обещало не отключать воду и не изолировать комнаты общего пользования до завершения ремонта жителями. Альбина Асылгараева, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань. Если вам есть что рассказать или поделиться новостью, звоните в нашу информационную службу. Телефон 570 50 17. 2 недели осталось до шоу года вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиус». Сегодня главные участники события встречались с журналистами и рассказали о подготовке к концерту. Елена Новгородцева о главной награде «Алтын Йылдыз».
Руководитель Центра компьютерного дизайна телерадиокомпании «Новый век» Андрей Вязников стоял у истоков главной награды премии. Он автор эскиза «Алтын Йылдыз». Правда, тогда она еще так не называлась. Звезда, которая стремится ввысь с огромной скоростью. Полет, динамика и энергетика. Было несколько вариантов, и в итоге был принят именно тот с этими самыми ростками, из которых вырастает эта самая звезда Болгаррадиуса. Это тот самый уникальный случай, когда не статуэтка создавалась под название, а название под статуэтку. Сначала была отлита форма, а 4 года спустя родилось название «Алтын Йылдыз». Сегодня, когда до старта шоу осталось меньше 2 недель, авторы церемонии констатируют, сценарий готов. Сначала планировали, что будет 2 ведущих, но режиссер проекта Радик Бариев в ходе работы добавил еще одну пару. Знаете, декорации, что мне напомнили? Напомнили мне бал 19 века. Большие люстры, лестницы, все красиво, красочно, светло. И ведущие у нас будут как бы в этом стиле. Вот, допустим, я и Айсло. Зарина Бабаджанова шьет специальные костюмы для нас. Все задумки сценаристов, режиссеров, продюсеров и ведущих помогают воплотить в жизнь постоянные партнеры национальной музыкальной премии «Болгаррадиусы». Среди них и компания «Центральный дом мебели». В канун вручения национальной музыкальной премии «Болгаррадиуса» Центральный дом мебели с удовольствием откликнулся на эту поддержку для того, чтобы быть участником этого замечательного праздника. Почему? Потому что Центральный дом мебели также хочет приносить радость в каждый дом. Вот-вот начнутся репетиции, пока на базе «Болгаррадиусы». Репетиции с декорациями будут в день шоу, то есть 25 февраля. Ночью накануне их установят, а уже с утра начнутся генеральные прогоны. Елена Новгородцева, Александр Грюнов, ТНВ «Казань». Лучшие мировые стражи порядка в Казани вели борьбу. Не с преступностью, а друг с другом на волейбольной площадке. В столице Татарстана завершился отборочный турнир чемпионата Европы среди полицейских. Чем на площадке удивлялись силовики, расскажет Алмаз Гафиятов. Руководитель аппарата, президент республики Азгат Сафаров своей игрой показывает пример любви к волейболу в частности и спорту в целом. С таким партнером непозволительно проигрывать. Команда полицейских России воодушевленно провела весь домашний этап. Европейские матчи с участием волейболистов полицейских для Казани не редкость. В мае прошлого года здесь же проходила финальная часть аналогичного турнира среди женщин. Слышали с восторгом, что будет квалификационный турнир здесь. В мире волейбола Казань очень известный город, потому что в Казани у нас играют чемпионы Лиги чемпионов. Для нас большая честь быть сейчас здесь и участвовать в этом мероприятии. И «Динамо» организовывает все как всегда на самом высшем уровне. Отметим, что Россия не является членом Европейского полицейского спортивного союза. И впервые в мировой практике соревнования такого уровня провели в Казани. Причем уже дважды. Большое спасибо руководству Европейского союза, что они нам доверили. Понимаю, что у нас есть такая опорная организация, как «Динамо Татарстан», как МВД Татарстана. Помимо спортивной составляющей, естественно, важен обмен опытом с европейскими коллегами. Учитывая, что приехали профессионалы, мы однозначно поделимся и какими-то своими профессиональными вопросами. В стартовом поединке сборная команда России одолела чехов со счетом 3-0. Сегодня были повержены французы. А финальный тур чемпионата пройдет в Болгарии с 24 по 31 мая. Алмаз Гафиятов, Марат Сальгараев, ТНВ «Казань». Нижнекамский школьник выстрелил в глаз своему однокласснику. Все подробности в программе «Вызов 112». Далее о спорте, о погоде и до встречи в 21:30. Иногда ипотека бывает неподъемной. Мы подготовили для вас отличное предложение. Квартиры в ипотеку от 8,49%. В новом жилом комплексе «Садовое кольцо». Акташ Инвест. Доверьтесь нашему опыту. 25 февраля. «Пирамида». Звезды татарской эстрады. Хания Фархи, Ришат Ухватуллин, Зайнаб Фархидинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров и многие другие на вручение 4-й национальной музыкальной премии «Болгаррадиусы». Не пропусти самое яркое шоу года. Для лиц старше 6 лет. Только в феврале приходи в аквапарк «Ривьера» и получи 2-й билет в подарок. Лечение аденомы и простатита на израильском аппарате «Термекс». Весь февраль прием уролога с УЗИ всего 500 рублей. Елена Форс. Лучший выбор шубки с выгодой 50 тысяч рублей. 50 тысяч? А в рассрочку можно? Ну, конечно. В рассрочку еще выгоднее. Елена Форс.
Начни неделю с газетой «Метро Казань». Читай вместе с Москвой, Парижем, Лондоном и Римом. «Метро Казань». Читаешь ты, читает весь мир. Закончилась гарантия? Это к выгодному сервису. В феврале комплексная диагностика для автомобилей Toyota, Nissan, Mazda 350 рублей. Мойка в подарок. Sky Service. Сеть сервисных центров по ремонту автомобилей различных марок. 235 35 55. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. В клинике Медел уникальное лечение варикоза ног на любой стадии. Автоцентр марка Nissan заявляет: торг уместен. Ищешь новый Nissan на лучших условиях? Приходи, поторгуемся. О цене договоримся и подарками завалим. Казань, Чуйкова, 54Б. Звони 4 пятерки 3 единицы. Мобильная связь «Летай» для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов. Это большая сеть 4G. 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц. В тиши природы или в центре жизни городской мы создаем доступное жилье, комфортное пространство для семьи. Добро пожаловать домой в чудесный Южный парк и городок лесной. Только в феврале «Лада Веста» с выгодой до 56 900, «Лада Гранта» до 87 900 и «Лада X-Ray» до 109 900. Подробности на сайте parus.lada.ru. Автоцентр «Парус». В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. Сборная России по хоккею досрочно выиграла Евротур. Наша национальная дружина обыграла чехов на шведских хоккейных играх и стала победителем турнира. Встреча прошла в Гетеборге. Заброшенными шайбами в составе победителей отметили Сергей Шумаков, Анатолий Голышев и дважды Максим Шалунов. Матч завершился со счетом 4-2 в пользу россиян. Напомним, что в составе сборной России выступили сразу 3 игрока казанского «Акбарса». Защитники Дамир Мусин и Альберт Ярулин, а также форвард Владимир Ткачев. Нападающий делал голевые передачи в каждом матче турнира и завершил шведские хоккейные игры с 3 очками. В победной игре с чехами Ткачев ассистировал Анатолию Голышеву. Мы все друг за другом почищаем, потому что каждый может ошибиться, все знают, что мы делаем, мы подсказываем друг другу, разговариваем на поле и вне льда. Нагрешил, наверное, где-то. Поэтому не забил сегодня, и вратарь здорово сыграл. Ничего, будем работать, есть к чему стремиться. А волейболистки казанского «Динамо» провели предпоследний выездной матч регулярного чемпионата страны. Команда Ришата Гилязюдинова сразилась с клубом «Заречье» Одинцова. Соперницы выглядели вполне достойно и выиграли 2 стартовые партии. Тренерский штаб «Динамо» пошел на эксперименты и решил выпустить на площадку молодых волейболисток, тем самым проверив казанский резерв перед матчами плей-офф. Только при счете 2-0 гости смогли собраться. Сначала «Динамовки» сравнивают результаты, а дальше на тайбрейке дожимают подмосковный клуб. Следующий матч пройдет в Казани 18 февраля против саратовского «Протона». Тем временем на Олимпийском стрельбище в Ларнаке завершился розыгрыш международного гран-при Кипра. На юниорском турнире татарстанец Кирилл Лявин стартовал уверенно. Однако дальше сказался недостаток международного соревновательного опыта. По сумме 2 дней наш стрелок набрал 112 очков, что в итоге позволило ему расположиться лишь на 9-й строчке. Напомним, что по итогам гран-при Кипра татарстанские спортсмены трижды поднимались на пьедестал почета. Серебряными призерами в дуплетной стрельбе в команде стали Василий Мосин, Александр Фурасев и Александр Филиппов. В личном мужском турнире Мосин стал 2-м, а Александр Филиппов финишировал с бронзой в соревновании юниоров. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Небо в республике затянуто облаками, наблюдаются осадки разной интенсивности. Подробнее после полезной информации. Боль в суставах и позвоночнике не только ограничивает движение, она ограничивает жизнь. Магнитотерапевтический аппарат «Алмак-01» дает возможность остановить развитие болезни и вернуть суставам былую подвижность. В феврале купите «Алмак-01» по сниженной цене в аптеках города.
Долгожданная акция. С 13 по 26 февраля снижаем цену на Алмак-01. В аптеках 36,6 отличная и аптеках низких цен. Спешите, количество товара ограничено. О погоде. В Бугульме, Бавлы, Азнакаево снег пройдет в дневные часы и днем. Температура воздуха минус 13. Облачная погода со снегопадами и на северо-востоке республики. Температура воздуха минус 8-10. На севере Татарстана, в Менделеевске, Актаныше, Агрызе также ожидается снег, местами сильный. Ночные и дневные температуры схожи и завтра составят 9 градусов ниже нуля. В Арске, в Кукмаре, Балтасе ожидается снег, местами метели. Ночью и днем около 7 мороза. Пасмурная погода со снегом, местами с метелями на юго-западе республики. Температура воздуха минус 7. В центральных районах, в Чистополе, Нурлате, Аксубаево облачно, временами сильный снег. Температура воздуха минус 9-11. В последующие сутки облачная погода сохранится. Пройдет снег, температурный фон существенно не изменится. Во вторник в Казани пасмурно, пройдет снег, возможно метель. Температура воздуха минус 6, минус 8. Ветер южный, порывистый, 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное и завтра составит 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.